Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Мы вас приветствуем. Сегодня у нас в гостях ученица гимназии София Фоменко и ученица 12 А класса. Да, все правильно. Всем привет. У нас уже были, получается, десятиклассники, были УПшники, и теперь у нас, получается, выпускной класс. Да. Абитуриенты. Вот, София, ты была, по сути, первым человеком, которая написала на почту и сказала, что тебе интересно попробовать себя в роли гостя. Да. Вот, поэтому, ребята, сразу, если вы считаете, что вам есть что сказать, гимназия, не гимназия, если у вас интересный жизненный опыт работы, учебы, есть что сказать и высказаться по школьным вопросам, пишите на почту с каким-то кратким описанием, что вам интересно сказать, чем поделиться, что вы знаете, почему вы можете быть интересны для нашей публики, или что важного у вас накопилось. Обязательно приходите, и мы будем отбирать, и когда будет возможность, приглашать вас, чтобы ваше мнение тоже было услышано. София, давай перейдем к тебе. Вот я тебя не учил никогда. Да. Расскажи, пожалуйста, вот о себе, в каком классе ты учишься. Угу. Ну, я учусь в 12 классе, как ранее было сказано. А в плане, как я учусь? Хорошо, плохо? Я учусь средне, смотря по каким предметам. Честно говоря, у меня с точными науками вообще плохо. Я больше как гуманитарий, я больше по языкам, по каким-то более литературным предметам. То есть русская литература у меня всегда шли хорошо. Что не сказать про физику, химию, математику. На мой взгляд, я учусь хорошо. Не идеально, но хорошо. Отлично. Вот скажи, пожалуйста, опять же, конец года, выпуск выходит уже, получается, в апреле, экзамены. И ты, когда была в 9 классе, вот, пожалуйста, вспомни себя в 9 классе, и вот как ты принимала решение пойти в гимназию? Ой, в то время решение принимала не я, а мои родители. Я думаю, с этим сталкиваются многие ученики и гимназий, и техникумов, потому что очень часто в этом возрасте решают именно родители. Потому что мне сказали, вот, ты должна пойти в медицинский, а чтобы пойти в медицинский, нужно закончить гимназию. У меня самой какие-то были желания с детства, что я знала, что не хочу в техникум, вот, хочу именно в гимназию. Я не знаю для чего, но мне так хотелось. Вот. И сейчас, когда я поступила, как бы цель уже поставлена. И ты все-таки реально пойдешь на медицинский? Нет. Как папа, нет. Так, допустим. А вот смотри, очень много кто воспринимает гимназию как такие дополнительные 3 года, когда можно походить, подумать, еще продлить себе детство, и кто-то так воспринимает университет. Скажи, пожалуйста, вот за 3 года учебы в гимназии, как вообще поменялась твоя карьерная модель своего личного будущего? Я думаю, что это большое заблуждение, что это 3 года какого-то детства. Ответственности стало больше, это правда. Уроки изменились на пары, больше как лекционных уроков. Конечно, учителя сверх стараются как-то помочь нам, сделать уроки интереснее, но это уже не основная школа, будем честны. В целом, что я могу сказать? Гимназия от основной школы отличается несколькими вещами, наверное, такими как уроки пары, наверное, время столовой, о чем очень многие переживают, что мы кушаем в час дня, и, наверное, какое-то отношение преподавателей, чему я безумно рада, потому что больше нет этого детского отношения, больше нету какого-то даже, возможно, предвзятого отношения. Сейчас именно все на доверительных отношениях строится у нас с преподавателями нашей гимназии. А это вот так вот стало за 3 года или сразу же, моментально в 10 классе? Конечно, это все со временем, с какими-то проектами. Условно, с кем-то из учителей можно вообще не общаться, и отношения становятся такими же. А с кем-то, с кем проходят разные мероприятия, какой-то коннект, вот эти посиделки на переменах. Конечно, с ними отношения становятся более приятными. Угу. Может быть, назовем этих учителей? Конечно. Алина Сергеевна, я вас очень люблю. Александра Вашета, Дарлинг, hello. С ними безумно приятно проводить время, я их обожаю. Мои любимые. Они совсем не стоят за кадром и не стоят с таким ножом и оружием, заставляя говорить Софию эти вещи. Нет, я их обожаю, они вообще... Мы нутеллу вместе с Алиной Сергеевной ели недавно буквально. Юлия Анатольевна,
мы не сидим на переменах вместе, но обычно она пробегает, не пейте энергетики, убегает. Потом прибегает, мы о чем-то болтаем, она опять убегает, потому что класс опять что-то натворил. Я думаю, это те, кого я могу отметить. Прям вот, что у нас такой коннект. Прям. Расскажи, пожалуйста, вот для тех, кто сейчас думает пойти в правтех или в гимназию, очень часто, мое личное мнение, то, что в гимназию стоит идти только тогда, если вы хотите идти в университет. Потому что если вы хотите получить какую-то профессию, идите в правтех реально. Вот по факту лучше отучиться на специальное среднее образование, получить и средний диплом среднего образования, и профессию, и сразу же пойти работать, чем отучиться только на среднее и без профессии искать себя на рынке труда, в сфере обслуживания. Вот скажи, пожалуйста, какая у тебя позиция? Я считаю точно так же, это если честно. Многие говорят, что после техникума можно тоже пойти в университет. Ну, да, почему нет? Это то же самое среднее образование плюс профессия, то есть это еще какая-то база, какая-то, не знаю, как надежная защита, что если ты не поступишь, можешь пойти на профессию работать. Но я не вижу в этом смысла, потому что если ты поставил перед собой цель именно университет, ты идешь в гимназию, получаешь среднее, без профессии, ты именно углублённая в уроки, ничего тебя не отвлекает, условно, как посторонние, там, не знаю, непрофильные предметы, если их так можно назвать, и ты идешь именно в университет. Если ты уже выбрал тех, и потом решаешь в университет, это тоже неплохо. Почему? Ну, почему нет? Хорошо. Спасибо за развернутый ответ. Вот смотри, мне лично интересно узнать про сложность обучения на эстонском языке в гимназии. Вот как ты лично справлялась с этим? До 6 класса я училась в обычном классе, то есть это был С, я не знаю, какое это было погружение, но в 7 я перевелась в А-класс, то есть уже класс, где было погружение в эстонский язык. В 9 классе я сдала B1, в целом, ну, не идеально, но получается, за 7, 8, 9 класс, за 3 года обучения эстонского углубленно, я справилась достаточно хорошо. В гимназии, конечно, язык подтянулся, потому что уже появились какие-то сложные термины, какие-то новые понятия, какие-то, возможно, еще переходы на эстонский язык. Сейчас, я думаю, справляюсь хорошо, но адаптация прошла у меня спорненько. То есть не идеально и не гладко, и не нужно ждать, что все будет слишком просто. Я бы еще так сказала. Ну вот из того, вот то, что часто описывают ученики, это то, что когда ты попадаешь полностью в такой резкий, такой языковой душ, это можно назвать, когда ты попадаешь в такой резкий контраст языковой среды, очень часто бывает такое, что ты какие-то слова по отдельности понимаешь, но вот в предложение собрать слишком трудно. В голове, когда ты слушаешь что-то. Вот было ли у тебя что-то похожее? Конечно, до сих пор. Изучение языка на этом основывается. Ты ищешь для себя более простые слова и, считай, почти додумываешь предложение и значение этого предложения. То есть какие-то базовые, которые ты знаешь. Главное просто пытаться понять, главное пытаться выучить, главное просто стараться все это сделать. Потому что если ты будешь просто сидеть и говорить, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, ничего у тебя не получится. Будем честны. Должно быть желание, старание и, наверное, какое-то умение адаптироваться к этой среде тоже. Ну, то есть терпение и труд, все перетрут. Конечно, я думаю именно так. Хорошо. Вот скажи, пожалуйста, ты, получается, учишься по системе 60/40, у тебя часть предметов на русском, но большинство 60% на эстонском языке. Да. Угу. Вот какие предметы на эстонском тебе даются сложнее всего? Ой, наверное, это была история. Не злитесь на меня. Но будем честны, моментами вот эти сокращения, аббревиатуры на русском языке для нас звучат понятнее, чем на эстонском языке. То есть ты должен знать, как значение аббревиатуры, значение полного вот этого названия или имени, возможно, что тяжело. Возможно, на эстонском еще тяжело проходила биология, что тоже. Но большое спасибо Александру Алексеевичу, который помогает нам, если мы что-то не понимаем, он объясняет нам на русском языке. Спасибо. Так, кто у вас ведет историю в гимназии? Матис Петок. Он уже не ведет, у нас закончился курс истории. То есть у нас истории больше не будет. Насколько я знаю, он очень требовательный. Вот у нас будет следующим гостем. Вот что можно сказать про Матиса? Я его обожаю.
сверхкрутой, сверхприкольный преподаватель, на которого очень много злятся, потому что он действительно считает, что он хочет, чтобы мы выучили язык. Он хочет этого, наверное, больше, чем некоторые учителя языковые, возможно. Я не говорю за всех, но возможно. То есть он действительно пытается, старается для нас, но в какой-то момент у нас там произошел раздор, что там начали на него: все, мы не хотим больше преподавателя, давайте заменим. Кто-то с этим согласился, кто-то нет. Но это, наверное, любители. То есть мне этот преподаватель очень нравится, как он преподает информацию, как он ее дает, какие задания он нам дает для выполнения. Мне сверх подходит этот метод. Именно заучивание, зубрение, чтение и выполнение листов. Наверное, это сверх такой. Кому-то не нравится, потому что это не весело. Вот. Но а чего ждать от гимназии? Хорошо. Вот расскажи про те моменты, когда гимназия — это действительно весело. Мероприятия. Это сверхприкольно. Я очень много участвовала в организации мероприятий, брала уйму задач на себя, перевыполняла какой-то свой план в голове. Не для кого, просто для себя. Я плакала на этих мероприятиях от счастья, радости, грусти. И я считаю, что это сверхприкольно. Вот эта жизнь гимназиста, мне кажется, вот именно в этом и живет, в этих мероприятиях, в организациях. То есть я и была и в УП в начальной школе, в гимназии получилось так, что не получилось. Но при этом меня всегда зовут, всегда предлагают, я всегда соглашаюсь. Вот. Мероприятие — это сверхклассно, это сверхкрутая возможность выразить себя. Вот расскажи, вот большинство наших зрителей не видело и не посещало эти мероприятия. Что классного в гимназии проходит? В гимназии, вот совсем скоро у нас будет День детства, что сверхприкольно. То есть мы погружаемся в эту атмосферу детства, игр. Мы ничего не знаем. Это все подготавливают 11-10 классы, насколько я знаю. И это сверхприкольно. То есть ты не знаешь, чего ожидать, учитывая, что 2 года этим занималась я, девчонки, наш в то время 11 класс. Сейчас будет прикольно, что это для нас что-то делается. И будет еще последний звонок. У нас будет весенняя тема, но там мы уже как бы сами решаем, что мы хотим видеть, какую музыку, какие, возможно, конкурсы и игры. А уже организуем, конечно, не мы. Ну, задачи, конечно, у нас тоже есть для этого. И это только начало. В 10 классе есть посвящение, что вообще сверхклассно. Вы бы видели, что мы организовывали в свое время. Мы, наверное, были первым годом революционером в каком-то плане. У нас была очень прикольная тема для нынешних 11 классов. Ну вот смотри, если оценивать интересность мероприятия от 0 до 10, где 10 — это Артем Моторин, то насколько вы организовали? 10 Артемов Моторинов. Ну вот у них и появилась эта искра после нас. Вот желание организовывать. То есть нам сделали ужасное посвящение, я думаю, многие с этим согласны, потому что я не обвиняю учеников, не обвиняю учителей, которые этим занимались, они просто не хотели. Их просто заставили это сделать, поэтому я как бы не осуждаю, но мы, конечно, хотели что-то интересное и прикольное. И у нас было вот это вот какое-то дикое желание посвятить в гимназиста, ну, так как не посвятили нас. И я считаю, мы все справились на 100 из 100. Знаешь, как говорила моя ученица литературы, либо искренне, либо никак. Это правда. Так, вот, как я понимаю, для многих гимназистов действительно важно, что у вас перемены с основной школы в разное время. Да, это правда. Очень за 12 лет устаешь от этого шума. Ну, даже за 9 лет, что ты учишься. В классе 9, 8, будем честны, только в этом возрасте приходит осознание: хочу тишины. Я не хочу криков и не хочу бега. Я хочу сидеть там в своем телефончике мирно или разговаривать с друзьями. Но вот это и бег по коридорам — это невыносимо. И мне кажется, это было одно из самых лучших решений сделать, я не знаю, когда оно было принято, сделать именно раздельные перемены. Это спасение, мне кажется, как для учеников основной школы от недовольных взгляд гимназистов, как и для гимназистов от бега и криков. Ну вот оно было принято решение с 19 на 20 учебный год. Как повезло. Я был первым 10 классом, который через эту систему прошел, и мне тоже это очень сильно нравилось. То, это что, супер. Да, что только 2 перемены совпадают, там, после 2-го урока и после 5-го. Что вот эта вот тишина, она на самом деле залог успеха. Что вы думаете насчет тревоги, которая произошла в понедельник? Как вы себя чувствовали и какие у вас были эмоции?
Эмоции были тревожные, потому что это серьезная вещь. Кто-то шутил, но шутил очень-очень плохим образом. И, конечно, мне жаль ребят, которые были не одеты. И, в принципе, большой группы были выведены на стадион. Там было холодно, там шел дождь. И это было реально очень опасно, потому что реально всех людей собирали в одном месте. И там реально вредить людям намного легче, нежели когда вот люди в классах. Так что трагический случай. Мы все, конечно, там учились очень много. Спасибо руководству, что они вот рулили хорошо. И надеюсь очень, что вот учителя и ученики не заболели, потому что действительно погода была очень плохая. Надеюсь, что уже такого не произойдет. Что ты думаешь про эвакуацию, которая произошла в понедельник? Какие эмоции ты испытывал? Эмоции были смешанные, ну, явно не позитивные. Шутка была со стороны того, кто позвонил, неудачная, и я надеюсь, такого больше не повторится. Все-таки стоять под дождем мне очень хочется. Что ты думаешь про эвакуацию, которая произошла в понедельник? Что ты чувствовал? Ну, я чувствовал как бы грусть, то, что пропали уроки, так хотелось учиться. И получилось очень некрасиво, потому что было в четверг же еще эвакуация. Можно было это как-то решить. Что вы думаете насчет эвакуации, которая произошла в понедельник? Что вы чувствовали, какие эмоции испытывали? Ну, мне сначала было страшно. Но потом, когда нас эвакуировали, там начали мотать вот этой лентой, и все. Чуть-чуть тревога была, и все. А ты? Ну, в первый раз мне было не страшно, потом, когда какой-то 2 раза самолет пролетел, кукурузник, мне стало страшно. В тот момент меня переполняли эмоции. Мне было очень страшно и грустно. Еще я оставил свой портфель в классе, и меня это очень сильно расстроило. А вы что думаете? Страшно. Какие эмоции вы испытывали? Я сначала думал, то, что это ежегодная проверка, но когда понял, то, что все-таки дело более серьезное, то начал немножко переживать, потому что у меня были пятиклашки, а они поменьше. Но в итоге я смог с ними справиться, мы вышли на стадион. И, конечно, не понравилось то, что была плохая погода. Но что поделать, я считаю, то, что лучше промокнуть под дождем, мы не сахарные, мы не растаем. Но самое главное то, что все были в безопасности, в итоге все хорошо закончилось. И это самое главное. И вот в первом выпуске нашего подкаста мы с Лешей обсуждали вот эту тему, то, что когда еще в ноябре были различные угрозы, и тогда родители не повели учеников в школу, мы, как педагоги, которые все равно должны ходить на работу, и те ученики там из класса, знаешь, 5-7 человек пришло, вот эти коридоры, в которых абсолютная тишина, и настолько потом после рабочего дня тихо и хорошо. Я помню то, что в гимназии, особенно там после какой-нибудь пары математики, а у нас было так, то, что 2 пары математики подряд, Вероника Вальдемаровна, вот, то ты просто хочешь реально посидеть в тишине, потому что у тебя голова как будто вот гудит, прям пульсирует, и тишина — это на самом деле очень важный ресурс, Это правда. который ты не ценишь, пока не почувствуешь его присутствие в школьной среде. Или не потеряешь ее. Да, то есть вот если обсуждать, например, реформу, то, что сейчас, возможно, всех сделают по 75 минут, вот выскажи мнение гимназии. У нас был Артем Моторин, высказал свое мнение. Вот твой класс, вот когда все это обсуждалось, там часть гимназии, ученического представительства звали на собрание в прошлый вторник. И, получается, когда вы смотрите позапрошлый вторник, вот какое мнение ты слышишь в классе вообще про эту реформу? Нам уже все равно. Будем честны, мы 12 класс, мы выпускаемся. Ну, то есть после нас хоть потоп. Спасибо за солидарность. Вот, да. Мы были последним годом, который делили по группам на математику, физику, химию. То есть вот это 1, 2, 3, 4. Мы были там последним годом каким-то вариантов экзаменов. Мы были последним сложным годом исследовательской работы. Мы разочарованы, злы и обижены. Кто был тогда по исследкам? Тогда была Юлия Ильвис. Была. Ну нет, у нас же ужесточенные правила были, сейчас же их сократили там вдвое, там упростили. Мы были расстроены, конечно. Почему он, а не я? Да, вот, именно, вот, блин, как точно.
Ну, вообще, на мой взгляд, это очень странно. То есть вот это вот по 75 минут, я не представляю первоклассника, который сидит по 75 минут. То есть на месте вот... Я понимаю, что для них будут делать вот эти перемены, для них будут менять уроки в процессе вот этих 75 минут. Но смысл тогда вот этого всего, если они не усидчивые? Дети до класса 6 невероятно активные. Они носятся, бегают, они не могут концентрировать свое внимание очень долго. То есть если в гимназии мы уже как бы, ну, взрослые ребята, можем как бы посидеть, помолчать, то начальным классам же очень тяжело. То есть я считаю это решением каким-то неправильным. Хорошо, а если смотреть с позиции гимназии, вот то, что теперь все перемены будут одновременно, как у вас это все будет? Я думаю, это будет проходить ужасно, потому что в гимназии будет невероятно тяжело. В 11 классе, я думаю, особенно. То есть мы 12 класс, мы уже как бы привыкшие, Да, мы закаленные. 11 класс это гораздо ну, точнее, тяжелее, наоборот. Да, у них они учатся почти каждый день или там по 3 раза в неделю до 6 вечера. Они пишут исследовательскую работу. У них очень-очень-очень много всего. Ну, будет тяжело проходить без этой вот минутки тишины и спокойствия. Даже на уроках, на наших парах мы слышим крики, нам вот так вот стучат в стены, что уже тяжело. И это пытаться нужно сконцентрироваться на паре, а на перемене, если просто отдых. Отдых невероятно вот, важная часть в обучении. Но вот получается, что теперь на парах не будут стучать в стену, потому что у вас будут уроки в одно и то же время. Но на перемене будет ужас, будет хаос. И мне кажется, когда вся школа в моменте выйдет из класса в кабинет, во-первых, воздуха не будет. Будем честны, просто очень душно становится в школе на переменах, иногда и в кабинетах. И мне кажется, это очень неправильно. Ну вот я вот приводил такую аналогию с исторический пример Китай и война против воробьев, которые съедали урожай, начали убивать всех воробьев, и в итоге оказалось то, что воробьи ели личинок, из которых потом вылуплялись различные саранча, и так как воробьев не стало, вся саранча съела еще больше урожая, начался голод, от которого умерло огромное количество людей в Китае во второй половине 20 века, и в итоге пришли к выводу, то, что кажется каким-то вредом, познается в сравнении. То есть, опять же, одно лечим, другое калечим. Поэтому все-таки я уже высказался в прошлом видео, хотел услышать твое мнение. А вот эта длинная перемена, 75 минут, нужна на гимназии? Вот какие мнения? Хотела ли бы ты? Вот ты говоришь, почему они, а не я? Вот, может быть, ты сейчас уходишь, такая, я вот все время хотела, ухожу, и теперь длинная перемена. Мне кажется, длинная перемена очень странное и спорное решение. Ну, в гимназии некоторые просто уходят. На переменах прогуливают пары, а вот эта вот перемена в середине дня будет еще большей возможностью прогулять. То есть, ну, это правда. Ну, то есть, типа, сам Бог захотел, да, Ну, я не да. буду сидеть сейчас 1,5 часа ждать следующего урока, который я и так хочу прогулять. То есть я теперь еще раньше освобожусь. Конечно, ну что у нас обед покушать полчаса, даже очередь, если все пойдут на обед в это время. Ну, покушать сколько? Там, не знаю, самый долгий будет минут 20 есть максимум. Остальные за 5 минут ам-ам-ам, и все, и побежали дальше. И вот что сидеть целый час? То есть вся школа будет сидеть целый час в одно время в коридорах? Ну, кто-то на улице говорит. Кто-то на улицу выйдет, ну а зимой условно. Зимой никому выходить не хочется. А в дождь? Тем более, вот А потом, все ли будут менять сменку, выйдя на улицу? это ужас. А если они в дождь вышли на сменку, а потом ничего не поменяли, и вот это все следы мокрые потом по коридорам? Да, вот это А пыль. бедная уборщица, а пыль? Это вообще, я считаю, это очень странно. Для гимназии это возможность прогулять, для основной школы подольше побегать и посидеть в телефонах. Вот мое мнение такое. Опять же, а что, например, делать, если у тебя урок 45 минут в неделю? Это получается, что ты полгода учишь этот предмет, а потом полгода не учишь? Выходит так. А если у тебя, например, 2 урока по 45 минут, то есть у тебя должно быть 90 минут в неделю, а у тебя выходит будет 75 75 минут. Эти 15 минут, они что? Они теряются на весь год? Или у тебя получается там какая-то свободная неделя, как в гимназии? Потому что в гимназии это получается 75 минут больше, а потом свободная неделя. А в начальных классах ты не сделаешь свободную Ну да. неделю. С 4 по 6, там, с 7 по 9, нужна эта свободная неделя или не нужна? Опять же, столько вопросов и так мало ответов, поэтому, опять же, да. Давай перейдем к следующему блоку вопросов. Вот ты указывала то, что ты имеешь опыт работы и учебы в гимназии. Да. Опять же, обращаюсь к словам Светланы Удрос, которая говорит о том, что гимназисту не стоит работать. Вот твоя позиция. Я считаю, это правда.
Это очень мешает учебе, это мешает сконцентрироваться. Ну, еще, конечно, смотря какая работа. Но многие в гимназии выбирают именно общепит. Ну, будем честны, это самое простое. Пойти в Макдональдс, Хесбургер или какой-нибудь Circle K, работать, делать бургеры и приходить домой. Но когда У нас, кстати, уже была Ангелина Михайлова, которая Да, работала, я смотрела подкаст. да, которая работала в Макдональдсе, поэтому если вам интересно о работе в Макдональдсе, посмотрите выпуск. Поэтому не забывайте также ставить лайк, подписываться. 50% из вас смотрят этот выпуск с подпиской, но 50% смотрят без подписки. Поэтому, если ты тот, у кого подписка не нажата, не прожата, пожалуйста, нажми, будь зайчиком. О, как мило. Вот, Так, а я общепит. Да, я тебе расскажу о работе в Хесбургере, получается. Сравним Макдональдс и Хесбургер. Ну вот, то есть сейчас, кстати, ввели закон, насколько я знаю, я попала под него на 1 месяц только, мне исполнилось 18, что можно работать только 2 часа в день, насколько я знаю. Всего пару часов в неделю, это до 10 вечера, чтобы не мешало учебе. Я считаю закон максимально правильный. До 18 лет, на мой взгляд, должны содержать родители, должны помогать и должны как-то давать на карманные расходы. Потому что я очень часто слышу, а у меня нет денег даже на булочку. То есть родители должны подходить к этому более лояльно, чтобы детям не пришлось думать о работе в 16 лет. Вот. А конкретно о моем опыте... Вот я тебя сейчас перебью. Вот Давай. сторонники свободного рынка тебе скажут, что зачем ограничивать человека в его желании работать, если он хочет работать, он найдет способ, как работать. Он пойдет работать нелегально, где его могут обмануть, а так хотя бы до этого была возможность работать столько, сколько на жизнь позволяет, и при этом быть защищенным со стороны государства и закона. Угу. Ну, с какой-то стороны это тоже правильно. Но если ребенок, подросток идет учиться, лучше он будет вкладывать в это силы, чем в работу. Поработать можно успеть всегда. Всех денег мира не заработаешь. Всегда будет возможность поменять место работы, но доучиться нужно. Это очень отвлекает от учебы, что это очень сильно сказывается. Я прям очень категорична в этом плане. Вот. Мое мнение такое. И твой опыт? Мой опыт работы. Несколько лет я работала, я уволилась, можно меня поздравить. 18 числа моя последняя смена, поэтому пока плохо отзываться о своем месте не буду. Я с 16 лет работаю SMM-менеджером в футбольном клубе. Продолжаю там работать, я снимаю контент. Давай расшифруем то, что это social media маркетинг Да. или человек, который занимается социальными медиа, социальными сетями и популяризацией в интернете Да, контента. контент, видео. Многим из школы попадаются видео, над которыми я работаю, они пишут комментарии. Очень прикольно и забавно за этим наблюдать, что я как-то развиваю этот аккаунт, я работаю в футбольном клубе. Вот. Подписывайтесь. Может, тут потом выведут название. А что за футбольный клуб? ТМ-ятька, Таллина Мустами Ярк поликлубе. Вот. И в то же время я начала работать параллельно во втором месте. Это общепит, Хесбургер, многие в курсе. Некоторые работают, кстати, очень много гимназистов, которые уже закончили или ушли из гимназии, работают там, что очень прикольно. Можно встретить некоторых в какой-то момент ребят из параллели. А скидку пробивают? Нам нельзя. Это такой ужас. Я бы всем скидки пробила, ребят, правда. Нам нельзя. Нам можно только себе на обеде или вне работы. Ну, у нас хитрость есть. Знаешь, какая? Какая? По секрету расскажу. В приложении, когда заходишь, там есть QR-код. Ты можешь сделать его скриншот, и кто-то в Хесбургере, будучи, пробьет его на этом самообслуживании. Да. И тогда скидка автоматически работает. Вот так мы делаем. Правильно, да. И eat the rich. Все для народа. Вот. И сейчас у меня был перерыв. То есть я работала какое-то время, потом я решила, что я устала, мне было 16 с чем-то лет, почти 17 или 17 уже лет. Я решила, что все, я не хочу работать. Пока-пока, ребят. И уволилась на 8 месяцев. Мой стаж не сохранился. И когда мне снова понадобились деньги, снова понадобилась работа, я вернулась туда же, на то же место. Я отработала сейчас у меня уже как в этом месяце как год. Нет, в прошлом месяце был год, в этом год 1. Вот. И я написала увольнительную 18 числа, моя последняя смена, как я сказала ранее. Я устала, и мне нужно поступать. А как ты считаешь, работа в общепите — это неблагодарная работа?
Относительно. Я как человек безумно активный и коммуникабельный, очень дружелюбный. Я со всеми здравствуйте, чуть ли не в ноги кланяюсь, чтобы услужить. Я люблю работать с людьми, я люблю вот это обслуживание. Мне нравится, когда люди получают удовольствие от моей работы. Но когда клиент относится ко мне неуважительно, конечно, я считаю это максимально мерзко, максимально некрасиво и очень неблагодарно со стороны клиентов. Но иногда проблема не в них, иногда проблема в начальстве. Я не говорю конкретно про свое, или чуть-чуть говорю, но очень часто проблема именно в начальстве. А как ты считаешь, работодатель, он пользуется положением своих школьников, которые устраиваются на работу и нагружают дополнительные работы, зная то, что им и так, им некуда деться, и поэтому они выполняют более тяжелую работу или более противную какую-то работу, которую другие не хотят выполнять? Не, конкретно на моем опыте совершенно наоборот. У нас безумно понимающая работодательница Инна, вы это не увидите, наверное, никогда, но здравствуйте. Она никогда не нагружала нас зря больше, чем мы могли выполнить. Но и график составляла не она. То есть она со своей стороны делала все для того, чтобы нам было комфортно, договаривалась, чтобы нам не ставили ночные смены, потому что у нас Хесбургер круглосуточный. То есть старалась нам как-то помочь. А вот девочки, которые составляли график, в первое время, конечно, как будто пакостили, что ли. То есть эти вечерние, поздние смены. Когда я жила близко, буквально в соседнем доме, мне было просто. Я могла в 10 вечера закончить и пойти домой. Но сейчас, когда мне ставят смену до 10:30 до 11:30, зная, что у меня следующий день на пары к 8:40, это, конечно же, вызывает вопросики. Возможно, я от этого тоже устала. Но я не находила выход. Я не хотела жертвовать своим здоровьем, я просто садилась на больничный, не ходила на смену. Я признаюсь. Ты вроде говорила, что тебе еще надо доработать. Да ладно. 2 недели еще работать. Нет, у меня одна смена осталась. Тогда. И может, я на больничный. Я сейчас на больничный. И вообще сейчас должна быть смена. Не, мне зуб вырвали мудрости недавно, я не могу работать. Понятно. Я слышал то, что плюс Хесбургера в том, что там больше платят. Да, там действительно хорошие зарплаты. И мне кажется, они стоят той работы, которую ты делаешь. Я устала, наверное, больше моральной, и зарплата единственное, что меня держало так долго там. Вот правда. Когда... о каких суммах мы говорим? Я не знаю, по договору можно? Наверное, можно. Конечно. Я получаю 8-10 в час. То есть, действительно, согласитесь. Бруто. Это до вычета налогов. Да. Вот. Все равно я налоги плачу 4 евро в месяц. Даже меньше. Но, на мой взгляд, это очень хорошая сумма. Будем честны, для общепита, для таких масштабов очень приятно. Но раньше это было не так. Зарплаты подняли нам совсем недавно, с января или февраля. До этого я получала 7,20. То есть вот такой резкий скачок почти на евро очень стал приятным бонусом. А сколько часов в месяц ты работаешь? Я работаю, сколько это получается, 83 часа, но в основном это не выходит. То есть у меня 16 часов в неделю, я работаю 64 часа в месяц, 16 часов в неделю. Но очень часто этих часов нам просто не хватало, и я могла работать и 13 часов в неделю, и 10 часов в неделю, моментами и 4 часа в неделю. Такое тоже может быть. Вот. Но на карманные расходы хватало. Стоит ли оно того? Нет. Как ты думаешь, может быть, ты думала сама, будучи восьмиклассницей или девятиклассницей, что там, допустим, 500-600 евро дополнительного дохода, что это огромные деньги, и ради этого стоит терпеть? А сейчас говорится, что это того не стоит. В этом возрасте ты просто мечтаешь о деньгах. Ты хочешь покупать себе все, ты хочешь порадовать маму или папу, или маму с папой, что хочешь сам зарабатывать на свои хотелочки. Но когда приходит то время, когда ты начинаешь работать, ты считаешь это максимально неблагодарной суммой за тот объем, который ты выполняешь. Условно, в Хесбургере, если мы опять же возьмем пример мою работу, мне хватало, я выполняла нормальный объем работы, но я устала, наверное, морально больше. Угу. А есть какие-то ограничения по длине смен? По-моему, 11 часов — это максимальная смена у нас. Но это в основном уже очень те, кто давно работают. Это в основном именно кассовые сотрудники, то есть кухонные меняются в течение дня. Но бывает такое, что у них по 11 часов смены. Вот кассовые очень часто по 11, по 10 часов работают. Хорошо. А вот из твоих одноклассников, кто тоже работал, какая общая температура по больнице?
У меня две моих одноклассницы со мной работали вместе. Одна уволилась недавно, я за ней следом. Еще одна. Сонечка, держись за нас всех. Некоторые работают в летний период, некоторые работают на постоянной основе. Ну, и если их все устраивает, они остаются. Вот. Но я думаю, многие не хотели бы работать, когда они уже пришли на работу. То есть вот они работают какой-то период. Вот я бы до 18 лет ничего не делал. Я думаю, многие согласятся с этим мнением. Но опять же, если бы тебе, например, родители давали бы те же самые, допустим, 300, ну, меньше, но тебе бы не нужно было бы работать. Как ты считаешь, ты бы лучше бы экономила и тратила время на учебу, или ты бы все равно бы нашла бы возможность где-то подзаработать? А у меня было дело в том, что я могла не идти работать изначально. Я просто трудоголик. Я не могу сидеть на месте, и мне нужно заниматься всем и сразу, лишь бы не находиться, не сидеть в 4 стенах. Поэтому я пошла на одну работу, на вторую работу. У меня там 300 кружков было, я занималась всем, лишь бы просто не было скучно. То есть я бы не пошла работать, не будь я таким трудоголиком, я бы выразилась вот так. Но сейчас как-то моя вот эта вот активность подуспокоилась, и я бы сидела дома, если бы мне давали деньги. Ну, то есть вот эта энергия нескончаемая, она с возрастом... Ой, Да, она с возрастом имеет свойство кончаться. конечно. То есть родничок воды-то имеет способ... Да. Теперь ты домашний вайб. Хорошо. Вот хочу обратиться к нашим зрителям. Дорогие ученики, я как человек, который, будучи учеником, сам никогда не ходил ни на какие секции, ни на какие кружки, у меня были учеба и сразу домой. Скажите, пожалуйста, как вы выживаете? Как можно отучиться 8 часов, по сути, 8 уроков в школе, потом пойти на 2-3 часа тренировку, кто-то там по 5, мне рассказывают, те, кто ходит на фигурное катание, 5 часов тренировка. И откуда у вас эта энергия? Вот объясните, пожалуйста, в комментариях, потому что мне реально интересно. Вы это делаете, потому что вы сами хотите, вас заставляют родители, или у вас реально талант, и вы понимаете, что да, мне тяжело, но это того стоит. Хотелось бы услышать ваши истории. Укажите, каким видом спорта вы занимаетесь, сколько лет, и почему вас до сих пор держит этот вид спорта. Потому что вот Людмила Иосифовна в выпуске говорила о том, что начинается момент, когда дети начинают возмущаться. Несправедливо, у меня есть отдых, почему у меня нет отдыха, а у других есть отдых, да, почему он, а не я. И это действительно очень психологически трудно. Смотреть, как твои одноклассники отдыхают, не напрягаются, а тебя заставляют идти на тренировку, на которую, возможно, ты не хочешь. Вот ты как? Ходила вот ты ребенок, который постоянно ходил на какие-то секции, или ты тоже отдыхала после школы? Я ходила вечно. У меня была музыкальная школа, 3 репетитора, теннис по 13 раз в неделю. То есть еще и репетитор. Я совсем забыл про репетиторов. Это вообще любимое занятие. И еще легкая атлетика у меня была. Вот, я жила в постоянной активности, и, наверное, поэтому она у меня сохранилась до этого возраста. Что просто это была дисциплина и привычка. Вот, наверное, вот так. Но это было интересное время. Ну, вот есть такой хороший термин, да, что это hustle culture, да, что это у нас постоянно какая-то культура суеты. А тебе не кажется то, что это нормально, пока ты не остановишься и не поймешь, оглядываясь назад, какой огромный массив работы ты выполняла, и тогда уже вот расхочется вообще возвращаться обратно вот в этот темп. Потому что у меня, может быть, вот коллеги, скажите, пожалуйста, вот в комментариях или потом лично в беседе, у вас есть такое, то, что когда, ну, я думаю, точно есть, когда после лета, после 3 месяцев отдыха, по сути, возвращаешься в режим пятидневки 20-24 часов контактных в неделю, то это такой, ну, транзитный переход, который очень тяжело дается. Вот. Это правда. И когда я прекратила вот эту вот активность, я просто заменила ее другой активностью, потому что я не смогла остановиться. Мне кажется, это тоже большая проблема, когда вроде я так устал, но ты не можешь. Ты не можешь просто взять, сидеть, потому что ты считаешь, что ты ничего не делаешь, ты считаешь себя каким-то бесполезным, потому что думаешь, что ты ничем не занимаешься, ты неинтересный, ты скучный, и тебе хочется как будто самого себя в этом переубедить. Что, на мой взгляд, тоже неправильно. Когда родители отправляют детей на секции, что тоже очень классно, на мой взгляд, дети не должны сидеть дома и не быть iPad-кидами, вот такое слово я знаю. Это очень хорошо, потому что вот эта вот активность, коммуникация, она невероятно важна в этом возрасте, потому что то, что порождается вот в начале, в детстве, будет
показываться, высказываться, открываться именно во взрослой жизни. Потому что если бы меня в детстве по лагерям не возили, я была бы очень, мне кажется, замкнутым ребенком. Но меня прям выпихивали в эти лагеря, спортивные и секции. На мой взгляд, все должно быть, просто должно быть в меру. И, наверное, у ребенка лет 7 нужно спрашивать уже мнение, куда ты хочешь. А ты имеешь в виду лагеря только спортивные или просто обычные? Обычные лагеря тоже. Мне это очень сильно нравилось. Я никогда не ездил в обычные лагеря летние. И я считаю, вот у меня очень мой strong opinion про этим лагерям, что это отдельная такая секта людей, которая зазывает людей туда внутрь, и у них абсолютно другой вайб от людей, которые не ездят по лагерям. То есть мне кажется, что это прям определенно есть... Это отдельный типаж личности, которые там собираются, они находят друг друга, и вот у них такое свое закрытое сообщество, в котором они кайфуют. Блин, возможно, это правда в какой-то сфере. Потому что вот эта вся эстетика, которую они выкладывают, там, на следующий день там, я Батарейка плачу. под гитару. Вот. Я это терпеть не могу, но, опять же, то, что не нравится мне, не должно не нравиться вам, и у нас здесь плюрализм мнений. Вот это самое главное, то, что у нас здесь плюрализм мнений. Да. Не, лагеря — это очень прикольная тема. Я зазываю вас в лагерь. Я в последний раз была там очень давно, но это был безумно приятный опыт. Там у меня был конфликт с девочкой, я после этого решила, что не буду ездить в лагерь. Потом еще раз поехала в лагерь. А там же целая карьерная лестница. Сначала ты участник, потом ты помощник вожатого, потом ты вожатый, старший смены. То есть, в общем... Чтобы стать вожатым, ты должен курсы закончить. Я думала, честно, что ты просто приходишь, я хочу быть вожатым, дайте мне детей. А на деле нет, там ты проходишь специальные курсы, медицинскую помощь, это очень-очень много часов, потом ты практикуешься, и только потом ты вожатый. И тебе дают только маленьких детей, а старших уже, как я понимаю, более взрослым вожатым. Хорошо. Вот давай поговорим, рубрика «Красные флаги». Вот расскажи, какие красные флаги в учителях такие самые видные? Red flag. Наверное, когда нету какого-то желания помогать ученикам, когда вот это вот сухое объяснение темы, когда к тебе подходит к учителю, и даже нету желания помочь ученику, который задает вопрос. Это red flag, это минус 10 из 10. Так, а коллеги, вы смотрите и загибайте пальцы, и потом напишите, сколько у вас вышло. Если ты. Давай, раз, это так. Не-не-не, это я не про себя. Это тоже подсознание выдает. По Фрейду. Да. Так, еще, наверное, какие красные флаги есть. Наверное, какой-то устаревший метод вот именно обучения, когда вот это вот все по-сестрски, когда это вот все. А вот у нас было по-другому. Вот, вам сейчас формулы дают, а мы это все в ваше время сами учили. Ну так у нас и другое время. Это red flag. Так. Наверное, еще что? Нежелание участвовать в жизни учеников. Наверное, это больше к классным руководителям относится. Когда вы берете класс, я не знаю, как это работает, вы берете класс или вам его дают? По-разному. По-разному. Коллеги прекрасно понимают. Иногда впихивают, ты от этого убегаешь, а тебя догоняют. Не знаю, берите еще одного в классе руководства, вас двое, берите этот класс. Мне кажется, Леонид Гашков единственный такой вот сумасшедший, который добровольно взял 2 класса гимназии. Леонид Николаевич, я знаю, вы это смотрите. Вот у меня был, получается, Леонид Гашков классным руководителем в гимназии. Он взял весь поток десятых, провел их. Ну, опять же, мы спросим за это в следующем подкасте, в следующем сезоне. Это вот когда вам дают детей, или вы берете детей, и 0 каких-то поездок, 0 каких-то мероприятий, которые вы сами организуете в своем маленьком мире, кружочке в классе, это большой red flag. Блин, классные руководители, ездите со своими учениками. Они безумно этого хотят. Хотят ездить в Швецию, как бы это было небезопасно, в Финляндию, в Ригу, в другие места. Вон, Моника, куда они там в Турцию уже собрались лететь. Это классный руководитель как пример. Когда вот такой коннект, это сверхприятно и сверхклассно, потому что мы были классом, который ограничивали в поездках, к сожалению. Но сейчас нам стукнуло по 18, мы уже можем сами их организовывать. Да. Поэтому это red flag. Ну, такой оранжевенький флаг. Некоторые ответственность брать не хотят такую большую. Расскажи, пожалуйста, а вот такой красный флаг, когда учитель кричит?
Блин, я не считаю это красным флагом, честно. Вот в гимназии ты понимаешь, насколько это стресс, как учитель устает, и насколько его доводят, что он аж кричит. Я понимаю, что это должен быть профессионализм, чтобы сдерживаться от этих эмоций, что должно быть желание учить детей, настолько любить детей, чтобы ни разу голос не повысить, но это тоже тяжело. Есть учителя, которые как бы уходят от этого, от крика, и пытаются это все в контрольное, в проверочное перевести, но их эмоции это никуда не деваются от этого. Ну, отпустят их чуть-чуть, что дети контрольную пишут, но моментами нет. Но я не считаю это красным флагом. В гимназии понимаешь, насколько тяжело работать преподавателем, особенно с детьми, непослушными детьми или противными гимназистами. Мгм. А если, например, долго проверяют домашку или оценочные работы? Ой, тоже неприятно. Бывает, по 2 месяца ждешь свою курсовую, тому 3 месяца уже прошло, оп, у меня 2, надо исправлять, а срок вышел. Нет, конечно, я понимаю, я вхожу в эти положения, но никогда это систематически происходит. Понимаю, пару раз забегаться, когда очень много мероприятий, или время экзаменов, или начало, наоборот, учебного года, когда все нужно вот это вот подготовить. Но когда это происходит вот из года в год, или из курса в курс, триместр в триместр, но это уже становится, конечно, не очень приятным моментом, потому что, условно, когда выставляют эту оценку, эти знания уже были забыты 300 раз, и информация была уничтожена, поэтому, да. Заменена новыми тиктоками, трендами из рилсов и так далее. Да. Хорошо. А назови, пожалуйста, зеленые флаги. Гринфлаги. Быть на вайбике с учениками и с учителями. Это ко всем зеленый флаг, что к учителям, что к ученикам, потому что это очень прикольно. В гимназии, и как говорила уже ранее, вообще топлю за гимназию, гимназия это круто, чувствуется эта вот открытость сильнее. Это зеленый флаг. Зеленый флаг помогать ученикам, когда они этого просят. Я даже не знаю, насколько это зеленый флаг или нейтральный, потому что это как бы входит в обязанности учителей обучать и помогать. Но вот Базовый минимум или роскошный максимум? это базовый минимум. Нет, ну вот это именно желание. Не просто объяснить, а именно, что тебе не понять, никак может тебе помочь. Это сверхкруто, это зеленый флаг. Зеленый флаг — это кушать со своими учениками на переменах. Нет, не буду говорить, о ком я. Это зеленый флаг. Зеленый флаг. Что еще такого можно сказать про зеленый флаг? Это уходить в коридор во время написания контрольной работы или проверочной и разглядывать постер. Это зеленый флаг. Зеленый флаг. Шутить со своими учениками, разряжать обстановку на уроках. Это очень помогает разрядить вот этот процесс, какой-то стресс немножечко убавить. Это очень прикольно. Вот, я думаю, это все такие основные зеленые флаги. Мгм. А вот если учитель опаздывает, это вроде бы и хорошо, и вот это правило, знаешь, 15 минут. Ну, у нас, честно говоря, либо они уходят сразу же, там 5 минут и нету, убежали кто-то, какая-то часть, либо 7-15 минут, либо вообще мы можем дать по 40 минут. Было такое, что наша прекрасная, любимая Ольга Раевская опоздала на 40 минут и дождалась ее 4 человека. А мне нужно было через 10 минут уходить в Хесбургер на работу. Я такая, ну, я пошла. Но мы ждали, мы ждем всегда. Опаздывать — это, наверное, очень какая-то некрасивая привычка, но когда это все происходит в школе, это все прекрасно понятно. Понятно, что кто-то задержал, кто-то спросил, что-то заболдал, где ключ, где охранник, где то, где все, где 5-10, мне нужно там 300 листов. Принтеров не хватает, я знаю, в школе, это вообще какой-то дефицит. Скорее очередя. Да, вот, это правда, что нужно распечатать, нам нужно контрольную дать. Поэтому я думаю, что многие к опозданиям относятся очень лояльно и спокойно. Что является базовым минимумом, а роскошным максимумом вот, от учителей? Если учитель задает домашнее задание или лишает домашнего задания? Пусть будет базовый минимум. Как ты считаешь, вообще домашка должна быть в гимназии? Да, на мой взгляд, да. Это сверхподготовка к университету. То есть с основной школы нас учат вот
этому домашнему обучению, умение анализировать информацию самому. Вот это вот чтение, анализ, возможно, просмотр дополнительных источников и ссылок, что тоже очень прикольно. Потому что в университете, насколько мне известно, что там часть обучения именно переходит на дом, что ты проходишь часть именно информации сам. Это очень полезно, и, на мой взгляд, домашка должна быть. Делать не делать, решать человеку, но, на мой взгляд, это полезно. А хотелось ли, чтобы было больше дистантных дней в школе? Я думаю, что нет. Лично мне достаточно. Мне приятнее обучаться, конечно, в школе. Потому что дистант, ты начинаешь лениться, ты сидишь дома. После этого коронавируса так вообще уже тошнит от сидения за Google диском. Поэтому, да. Хорошо. Если учитель подсказывает на контрольный, это роскошный минимум или... Ой, роскошный минимум. Базовый минимум или роскошный максимум? Роскошный максимум. Учитель вместо урока показывает видео на Ютубе. Хочу базовый минимум сказать, но это роскошный максимум. Мне кажется, что вот у нас среди учителей это считается дешевой славой. Что очень легко так завоевать симпатию учеников. Возможно. Там кахутами, видео, без какого-то более серьезного когнитивного процесса со стороны требуя от учеников. Ну да, это же быстрый дофамин, вот эти смены картинок, которые все так любят, поэтому... Ну да. Хорошо. А вот какие самые интересные ситуации в стенах школы с тобой случались и с твоими одноклассниками за годы гимназии? Самое интересное? Ну, например, самое позднее, когда вы уходили из школы. Я уходила в 7 вечера из школы. Нет, я уходила в 10 вечера из школы. Это с кружка волейбольного. Я хожу на школу. Ну, раньше ходила, сейчас пришлось прервать по каким-то причинам, по неким. На волейбольный кружок, кстати, всем советую, все очень прикольно преподают. Даник, тренер, очень хорошо объясняет, помогает. Это реклама. Потому что у нас вечно на телевизоре мелькает, но никто не смотрит. Правильно. Все, приходим. Так, в 10 вечера я уходила. Это из школы. Но если по каким-то вот таким делам, проектам, в 7 вечера уходила, когда мы подготавливали зал к посвящению, кажется. Мы и утром ходили, и вечером ходили. Сейчас не помню точно, к какому мероприятию, но подготовка была очень долгая, была очень тяжелая. Вот. А на выходных? На выходных тоже... Ну, нет, на выходных мы не приходили в школу. Нет, я приходила субботу-воскресенье, волейбольный клуб. А так нет, насколько я знаю. На выходных нас не выдергивали, но очень часто на каникулах бывало, когда у нас были репетиции к плейбэк-шоу еще прошлогоднему, тоже к Красноярска феста. На каникулах частенько. Это правда. Угу. А свободная неделя? Свободная неделя, но это, для конечно, исправлений? Да, это, конечно, зависит от самого ученика. Насколько ему нужно исправлять оценки, насколько ему не нужно исправлять оценки. Я ходила в среднем 1-2 раза в неделю. То есть это какие-то некоторые предметы, которые у меня совсем плохо или которые я пропускала. Хорошо. Давай тогда перейдем к нашей традиционной рубрике «Блицу». Значит, как обычно, твои 3 любимых фильма, сериала, книги, если есть книги, ну, или музыки. Так, начнем с музыки. Я меломан, я слушаю почти все, но любимые исполнители Мияги и Эндшпиль. Потом, наверное, Нервы. Очень люблю эту группу. И, наверное, такое что-нибудь красивое или некрасивое. Пусть будет Алена Швец. Вот. Очень, интересно. Да, очень странный у меня набор, говорю, меломан. И в основном я слушаю русское, то есть именно на русском языке песни. Мне на английском как будто не менее интересно, но бывает, конечно, очень прикольно. Так, 3 любимых фильма. «Время», 2000, я не помню, какого с этим года. Тимберлейком. Да, блин, сверхкрутой фильм, он мне очень нравится. Потом «Дом странных детей» с мисс Пеллигрин. Очень прикольный, очень интересный, фантастика. Все, кто любит такие суперсилы, подойдет. И я могу еще назвать даже. Давай. Потом «Война миров Z». Моя любимая тема — это зомби-муви. Обожаю. Со мной можно в зомби-апокалипсис спастись. 28 спустя. Дней спустя, недель спустя, лет спустя. Все смотрела. Наверное, еще какую-нибудь одну такую самую прикольную. И, наверное, «Поезд в Пусан». Это такая самая классика зомби-фильмов, которые, наверное, смотрели все, даже те, кто не любит зомби-муви. И вот. кто не знаком с корейским кинематографом. Есть. Так, теперь сериалы. Да. «Мы все мертвы».
Опять зомби-апокалипсис. Я говорю, я обожаю, пересмотрела все, что можно в зомби-муви. Мы все мертвы. Флэш. Барри Аллен. Так, и, наверное, сериальчик. Обожаю Шерлока Холмса. Тоже сериал прикольный. Именно английская, кажется, версия. BBC с этим Кэмбербэтчем. Да, это мой любимый актер. Вот. Что теперь? Так, фильмы, сериалы, музыка? Книги. Книги я не столь их читаю, буду честна. Но у меня есть любимая, это «Мальчик в полосатой пижаме». Все. То есть это опять такой- же, я тоже не читаю, то есть это по книге снято фильм. Да, конечно. Очень интересный, очень прикольный, и книга мне понравилась больше. Нет, В книге все было по-другому. я манги читала. Я купила себе Может быть, пару аниме, любимое аниме? Аниме любимое? Волейбол. Для фанатов волейбола. Потом «Магическая битва». Я сейчас очень фанатею от этого аниме. Очень прикольно. Мне сохраняется. Я каждый раз жду новую серию, чтобы посмотреть. Я жду именно сезон, чтобы посмотреть вот этот сезон раз. И на следующий месяц смотреть еще что-то. Это, наверное, такой топ-топ-топ-топ. И еще, наверное, это коротенькое, вот это вот на часик. Это «Лес, где мерцают светлячки». Очень романтично, очень мило, я плакала. Может, компьютерные игры? Майнкрафт. Окей, Майнкрафт плюсую. очень прикольно. Я играю до сих пор. Потом КС иногда, база. И, наверное, ОСУ. О, Коллективный интересно. мозг. Да, это очень специфично, мне кажется. Ну Хоть да. комьюнити огромное, но мне кажется, это больше в азиатских странах Ну, возможно, да. популяризировано. Так. Любимые предметы? В школе? Да. Предмета нет, я ваза. В школе русская литература. Я это совмещу в один, потому что у меня были всегда самые чудесные преподаватели, и я так этому рада. Если бы не последние, наверное, 3 года, и Алина Сергеевна, которая привила мне еще большую любовь к этому предмету, к искусству в каком-то плане, я бы, наверное, не выдержала. Но русская литература, мой топ-1. Физкультура, которой у нас, к сожалению, больше нету и не будет, потому что всю жизнь спортсменка, я обязана любить физкультуру. И, наверное, 3-й предмет. Пусть разделят это место химия и английский. Химия и английский. Вот так вот. Юлия Анатольевна Улькаевская. Любимые кабинеты школы? Кабинеты школы любимый. Пусть это будет 2 кабинета, можно так сказать? Да. Это мой классный кабинет, то есть моего класса, это 324, и класс Елены Сергеевны 411. Заходишь и вайбик. Вот как ты считаешь, место красит человека или человек место? Мне кажется, человек место. Стены, они голые, а именно человек дополняет на них рисунки, плакаты и рисует какую-то линию. Поэтому, конечно, человек дополняет место. Я думаю, то, что мы вам пожелаем, чтобы вы красили каждое место, в котором вы находились, как физически, так и по настроению. Что ты пожелаешь нашим зрителям? Я пожелаю не работать до совершеннолетия. Если у вас есть желание, идите, никого не слушайте. Зарабатывайте себе на карманную денежку, но при этом не забивайте на учебу, если вы уже выбрали этот путь. Потому что бывало много случаев, когда ребята просто перегорали на работе, что очень плохо сказывалось, в принципе, на личной жизни и в жизни школы. Я пожелаю вам хорошего конца учебного года, хорошей сдачи экзаменов тех, кто пишет, сдачи исследовательской работы и просто хорошего будущего лета, весны и всех сезонов. И мы вам, по сути, желаем добра и позитива. И на этой прекрасной ноте прощаемся с вами до следующего понедельника. Всем всего хорошего, всем пока.